Небольшая, но уютная европейская страна, весьма удачно расположенная географически, самое сердце Европы, граничит с Чехией, Германией, Венгрией и Польшей. Красивая природа и быстро развивающаяся экономика. Это Словакия. В последнее время она все больше и больше привлекает внимание людей, желающих трудиться в Европе. Согласно данным Центрального управления труда, социальных дел и семьи Словакии, в июне 2023 года число трудоустроенных иностранцев в стране достигло исторического максимума – 97 263 человека. Это, конечно же, впечатляет, если сравнивать показатели не такого уж и далекого 2018 года. Тогда было трудоустроено всего 56 тысяч иностранцев. Так чем же так привлекательна Словакия для трудовых мигрантов? Во-первых, тем, что официальная работа здесь позволяет получить временный вид на жительство, что само по себе открывает доступ к различным социальным правам. А через несколько лет проживания вы также будете иметь право на получение словацкого паспорта, который является одним из самых выгодных паспортов в мире и дает все преимущества европейского гражданства. Страна очень для проживания и для работы, и даже скажу для бизнеса, кто хочет построить бизнес, нормальное, идеальное место, потому что сперва тут сами словаки очень добрый народ и культурный народ, а во-вторых, тут самые, как сказать, дешевые и налоги низкие, и плюс дешевые продукты, остальные вот, для жизни очень тут комфортно, я так бы сказал. А наши соотечественники, они, так скажу, многие работают на заводах, автозаводах работают и работают в складах. А некоторые работают уже таксистами, фуры водят некоторые, вот, мои знакомые в Словакии. И я сам тоже работаю в данный момент в складе, принимаю товар, на приеме работаю. Моя работа заключается от 6 до 6 вечера, 12 часов работаю. Вот. И в данный момент я бы сказал, что наши кыргызы тут пока прям уж не жалуются, что тут жизнь плохая, что тут такая вот, пока такого не слышал. У трудовой миграции в Словакию есть ряд преимуществ. Прежде всего, это хорошее качество жизни, безопасность, стабильная экономика, низкие налоги, относительно дешевое проживание. Инфраструктура в Словакии превосходная, и это позволяет при желании работать удаленно. И, наконец, Словакия – страна с высоким уровнем социальной защиты. Здесь недорогая, но хорошая медицинская страховка, а также отличное расположение в центре Европы, позволяющее легко путешествовать по всему континенту. Но главное условие всех этих преференций – официальная работа. Именно официальное трудоустройство дает гарантии беспроблемного, длительного нахождения в Словакии. Гарантии того, что заработок будет выплатен, а положенный соцпакет выполнен. Заработная плата в среднем, скажем, 1800 евро. 1000 выходит, остается 800. Налог, я слышал, 15-20% от заработной платы. И плюс здравотка есть. Это для здравотка. Туда мы платим где-то около уже 90 евро. Уже 90 евро каждый месяц туда нужно платить. И в общем, если посчитать, в общем, у человека, который зарабатывает 1000 евро, у него в чистом остается где-то 700 или 650 евро, убирая здравотку, убирая налоги и плюс на питание и на жилье. Если убрать, это все остается где-то 500-600 евро. Это средний, да? Да, средний. Вот. А самая высокая зарплата, которую берут наши соотечественники, я слышал, что они берут 1800 и 2000 с чем-то.
Самый простой и надежный способ не ошибиться с выбором места работы в Словакии, не попасть к нечистым на руку работодателям – это трудоустройство через проверенные фирмы. Но к их выбору стоит подходить очень грамотно. Специалисты советуют руководствоваться следующими критериями. Первое – это опыт работы агентства. Доверять новичкам на рынке рискованно. Второе – это отзывы клиентов и других организаций. Предлагаемые вакансии должны быть реальными и конкретными, отражать реальный уровень зарплат в регионе. Многие наши соотечественники, руководствуясь именно этими критериями, остановили свой выбор на кадровом агентстве Job Farm, которое опирается на более чем 15-летний опыт работы в области кадрового консалтинга. Наша компания молодая. Она появилась в 2023 году. Но опыт у нас большой, так как мы входим в состав группы, которая работает на рынке труда уже более 20 лет и включает в себя более 50 компаний. Агентство Job Farm предоставляет широкий спектр услуг, проводит рекрутинговую кампанию, включающую рекламу и предварительный отбор, в ходе которого тщательно проверяется квалификация кандидатов, чтобы убедиться в их соответствии желаемому профилю. В частности, проводится тестирование профессиональных и других навыков. Также функционирует в том числе агентство как временного и долгосрочного трудоустройства, выполняет аутсорсинг. Но одна из самых востребованных услуг – это иностранный рекрутинг из стран Европейского Союза, а также стран, не входящих в Европейский Союз, и страны Азии. Мы являемся специалистами по подбору и трудоустройству работников из-за рубежа по заявкам на транзитационную визу или по национальной визе. Мы предоставляем полный комплекс услуг, начиная от поиска сотрудников, подготовки необходимой документации для подачи заявления на получение переходного пребывания или визы, назначение встреч в иностранной полиции или в посольстве, логистики транспортировки в Словакию, проживание, медицинских осмотров, а также предоставление переводчиков. В настоящее время мы имеем центры по подбору персонала в следующих странах: Украина, Сербия, Северная Македония, Румыния, Россия, Индонезия, Филиппины, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. Очень многое, что можно сказать. Если коротко, то люди, которые хотят работать в Словакии, должны знать много нюансов. Но лучше обратиться к нам, потому что мы знаем, как сделать так, чтобы весь этот процесс прошел нормально, чтобы все документы были собраны и оформлены подобающим образом, чтобы люди могли приехать в Словакию и работать без проблем. Это значит, что мы организуем целый процесс от момента, когда человек из Кыргызстана выйдет с нами на контакт, мы с этого момента берем его под свою опеку. Мы совершенно точно объясним человеку, что ему нужно для того, чтобы он мог выполнить все условия для комфортного пребывания и работы в Словакии. Мы сопровождаем человека до конца, до последнего шага, до его явки в полицию для иностранцев. Уже на следующий день после этого визита он может идти работать в компанию, которую мы подобрали для него. Кроме того, что мы организуем прибытие людей из Кыргызстана или других стран в Словакию, мы предоставляем и дополнительные услуги. Например, рассказываем, как получить в Словакии сим-карту, как оформить банковскую карту, можем показать инфраструктуру, помочь с ориентацией в городе. Поиском врача, есть медики, с которыми мы постоянно сотрудничаем. Обращаясь в Job Farm, человек может быть уверен, что процесс его трудоустройства, обустройства в Словакии пройдет, как говорится, без сучка и задоринки. Неоспоримый плюс агентства в том, что человеку не надо заранее оплачивать свой билет в Словакию, визу. Эти выплаты Job Farm начинает получать только после того, как трудоустроенный человек уже начинает зарабатывать в компании, в которую его направили. Человек, который приезжает в Словакию через наше агентство, нам ни за что не платит. Мы платим за его билет, за его визу и проживание в Словакии. За это нам платит компания, которая нанимает его на работу. Мы же свои деньги получим только тогда, когда человек уже будет работать. То есть это абсолютно в нашем интересе, чтобы процесс трудоустройства прошел идеально. Минимальный срок, на который можно заключить договор с Job Farm, 1 год. Продлить его можно по своему усмотрению. Как правило, клиенты продлевают еще на несколько лет.
Почему мы заключаем договор минимальным сроком на первый год? Потому что мы платим за транспортировку, проживание человека, его медицинский осмотр, и для того, чтобы потраченные деньги к нам вернулись, человек должен отработать год. У нас были случаи, когда люди приезжали через агентство сюда, но работать не стали, уехали в Германию. В итоге агентство потеряло деньги. Самые востребованные профессии в Словакии делятся на несколько направлений: строительство, общественное питание, туризм, автомобилестроение, медицина, промышленность и высокие технологии. В сфере строительства требуются такие работники, как плотники, штукатуры, а также инженеры. В сфере туризма требуются гиды, работники отелей с отличным английским. В области общепита всегда есть потребность в поварах и официантах, а также инженерах пищевой технологии. Также востребованы механики, инженеры и автослесари. И, безусловно, все профессии в сфере высоких технологий – это программисты, инженеры и так далее. Как показывают наши наблюдения, самые востребованные профессии – это водители, причем водители всех направлений – автомеханики, автоэлектрики, а также очень востребованы сварщики, повара, работники клининговой сферы. Ежедневно интернет пестрит печальными историями со всего мира о мигрантах, которые столкнулись с человеческой жадностью, им недоплатили или вовсе не заплатили зарплату. С такой проблемой в свое время столкнулись и кыргызстанцы, проживающие в Словакии. Но нашим соотечественникам повезло, было кому обратиться. Бронислав Красновский организовал группу Кыргызстана и Словакии «Дружба» или «Достук». Он помогает кыргызстанцам. Большое содействие ему в этом непростом деле оказывает Job Farm. А проблема была киргизы, которых обманули о деньги, которые просто на улице были, так им помогать. А я познакомился с хорошими пацанами, они все дальнобойщики. А теперь работают, помогли им найти другую работу. И всегда у меня очень хорошо, что существует вот агентура, которая... Job Farm, да, которая, когда позвоню, я скажу, здесь находится кто-нибудь, у кого проблемы, потому что я волонтер. Да, я не могу, у меня другая работа, я не могу с людьми на иммиграционную полицию идти, помогать им весь день там быть. Но они уже знают, как делать. Так, есть люди, у которых были проблемы, а которых они взяли на работу, а я с ними сотрудничаю. Много киргизов, которые приходят сюда, они приходят через киргизскую агентуру. И там, я не знаю, как там в Киргизии дело, но многие мне говорили, например, те, которые работали во Volkswagene, избежали с Volkswagena в Германию или где-нибудь, мне говорили, что их обманули. Сами киргизы, что сказали им, ты будешь на складе работать, все будет в порядке, а его на линку дали. Да? А он просто не понимал, это тяжелая работа не для каждого. Но не нравилось им. А когда сбежали, там всегда, я объясняю, всегда есть проблем. Если кто-нибудь придет к вам и даст вам договор не в русском языке, не подписывайте, сбежите отсюда, это просто ненормально. Если в русском надо читать, да, потому что есть там тоже и штраф, когда они придут, скажут, будем работать, и после уходят, так есть проблема. А многие киргизы не знают, что если ему окончится работа, так надо на иммиграционной полиции прийти и сказать в Словакию, есть у меня другая работа, а есть у него 60 дней, пока он эту работу может найти. Если не найдет, может случиться такое, что скажут ему до свидания. Для приезжих из Кыргызстана Словакия может стать очень комфортной страной. Здесь хорошо относятся к кыргызам. Да и законодательство такое, что если иностранец легально устроен в компанию, то он имеет те же самые права и ту же самую профессию, что и гражданин Словакии. Хорошее отношение к кыргызам обусловлено и историческими событиями. В годы Второй мировой войны кыргызские воины в составе советской армии в апреле 1945 года участвовали в боях за город Братислава. Точное число погибших наступающих войск установить сложно, но на территории одного из городских холмов было организовано военное кладбище, на котором в общей сложности похоронено 6845 воинов. Покоится среди них и наш соотечественник.
Господин Красновский, скажите, где мы сейчас находимся? Сейчас находимся на Славине. Славин – это такое пятное кладбище. Здесь похоронены солдаты советской армии, которые в 1945 году освобождали Братиславу и вытискали с этого города германов и словацких солдат, которые с германами еще воевали. Здесь похоронено приблизительно 6 тысяч советских солдат. Да. Памятник был сделан в 60-х годах. На его верхе советский солдат с флагом, а на дверях находятся такие скульптуры просто советских граждан, партизан, а там тоже все крупные города Словакии с датами, когда пришло к освобождению этих городов. Первые города и первая часть Словакии, которая была освобождена, это была восточная Словакия на границах с Украиной, Dukla. А там вместе чехословацкие солдаты воевали с советской армией. Это было в октябре, а Братислава был одним из последних городов, потому что она на самом западе, которая была освобождена 4 апреля 1945, а операция началась, не знаю, в марте, в начале марта. Сначала здесь было несколько кладбищ. Когда этот памятник сделали в 60-е годы, всех солдат взяли сюда и похоронили здесь. Здесь тоже похоронены и солдаты советские, которые были из Средней Азии. Здесь со Славина тоже можно смотреть на северную и восточную часть города, которая тянется это направление. Там находится Венгрия, там Австрия. Просто Братислава не очень большой город, приблизительно 600 тысяч жителей. Многие приходят в Братиславу работать так через рабочие дни. Здесь более людей, чем через выходные. Так можно посмотреть панораму. Здесь находятся могилы офицеров, лейтенанты, капитаны, майор, подполковник, самые высокие, которые служили в Малиновской армии, не знаю в которой дивизии. Есть здесь тоже лейтенант, уроженец, я не знаю, но думаю, или Киргизия, или Казахстан. Лейтенант Сибанкулов Нуралим. Ездит тоже с Азербайджана, с Грузии, просто многие. Но он один, который когда имя возьму, был офицером, который родился в Киргизии. Большое содействие нашим соотечественникам оказывает группа «Достук», о которой мы уже рассказывали. Благодаря ей кыргызстанцам всегда есть кому обратиться в сложную минуту. И, как показывает статистика, большая часть обращений связана именно с трудностями, возникающими при трудоустройстве. Но, как правило, это происходит, когда человек пытается устроиться на работу самостоятельно, без соответствующих агентств. Такой вопрос, Брана Красовский. Вы являетесь лидером и учредителем общественного фонда «Достук», да? Вот. Как вообще работают наши кыргызстанцы здесь? И какие условия для них созданы? Вообще миграционная служба, как она здесь? Законы какие для них, да? Какие условия созданы? Сколько наших соотечественников здесь есть? Ну, на это не могу сказать, потому что сколько киргизов здесь работает, не знаю, но прибывает каждым месяцем более и более гражданов со Средней Азии, не только киргизов, но и казахов, узбеков, таджиков мало, а туркмена еще не видел в Словакии, не встретился. Но я просто и наша организация, мы так думали,
думали, что мы будем только культурное сотрудничество развивать. Например, мне очень нравится мой любимый писатель, есть Чингиз Айтматов. Но когда организация возникла, с Чехии позвонила нам госпожа Садат и сказала о проблемах. Киргизов обманули о деньги, проблемы были. Так начал помогать тоже в этой работе или в этих проблемах. У меня на это силы ограничения, потому что я только волонтер. Да, могу помогать найти врача, если проблема, найти юристу, или когда надо искать работу, объяснять что-нибудь. Сотрудничаю тоже с агентурой одной, которая возникает, но теперь ситуация в Словакии такая, что в течение этого года будут новые законы. Никто еще не знает, какие, ни полицейские, ни люди. Так, я не знаю как, но знаю только, что когда киргизы придут или просто рабочие из Средней Азии, у них надо контракт с компанией словацкой сделать, а еще они когда придут, так здесь работают. Которые уже здесь могут искать и другую работу, уходить, когда им не нравится, но надо, как на контракте написано, всегда держать контакт, потому что есть там и штрафы, но люди могут и в проблемах просто находиться. С этими людьми я прихожу в контакт в первую очередь. Позвонят уже от знакомых и так. Очень хорошо мне работается, потому что когда есть у киргизов или казахов, узбеков бумаги в порядке, а они потеряли работу, так я могу позвонить, сказать, у меня находится киргиз или казах, есть работа у вас для него, если есть, так они просто эту работу дают. Словакия – это страна, которая идеально подходит и для работы, и туризма. Здесь можно обогатить свой внутренний мир, пополнить багаж знаний. Изобилие исторических памятников, достопримечательностей позволяет изучать историю на практике. Здесь находимся, здесь был один из первых храмов христианских на земле или в государстве Словакии. Еще это было в течение, когда существовало большое моравское государство. А тогда была и Братислава, очень известная крепость этого государства. Вот эти скульптуры, когда смотрите на эти скульптуры, там находится святый Кирилл, святый Мефодий, а думаю их ученик святый Гораст, потому что они принесли с Бизанции письмо славянское, дали славянам законы, а Кирилл после остался, они пошли после в Рому, Кирилл остался как монах, Мефодий пришел назад, но у него были проблемы с германами, потому что здесь германов очень интересовалось, чтобы в этой территории Средней Европы свои идеи государственные просто могли сделать, как они хотят. А у Мефодия были проблемы, он тоже в тюрьме сидел, а когда он умер, так надо было Горазду и его ученикам с Большой Моравии сбежали на Балкан. А здесь Германии уже просто всю эту организацию христианскую взяли под свой контроль, чтобы не было сопротивления против германам. Я очень легко объясняю теперь историю, которая тяжелая, но приблизительно так это можно взять. Ну а когда в 1997 году потерпела от венгров поражение Большая Морава, так Словакия вошла в состав
состав старого венгерского царства. А там были Венгрии, Словаки, позже Кроаты, часть румынов, просто часть Украины, часть Польши там находилась. А Венгерское царство существовало до 1918 года. В 1918 году Австрия и Венгрия, они были одно государство, потерпели поражение и возникла Чехословацкая республика. А Венгрия стали только Венгрии. Они потеряли приблизительно 70% своих землей, которые были в течение монархии, они потеряли. У них теперь такое отношение, что для них 1918 год поражения большого. Но отношения нас и венгров были разные, были плохие, но теперь хорошие. Ну а теперь мы пришли в одну часть парку на Братиславском замке, потому что с этой части можно видеть, какой маленький город была Братислава в Средневековье. Например, эта церковь, которая здесь находится, принадлежит к самым известным в Братиславе. Она здесь во время, когда после 1526 года турки заняли большую часть Венгрии, так здесь Османская империя. Османская империя, да. Словакия, она была границей между Османской империей и австрийцами, которые против османов воевали. А здесь были за короля, здесь делали, просто приходили будущие короли и здесь получили мандат. Короля, Да. Да? Сначала это было в Будапешти, но потому что Будапешт заняли турки, это было здесь. Это было для Венгрии. Потому после 1526 года Венгрия и Австрия стала одним государством, и фамилия были Habsburg. Да? Но Венгрия это было отдельное государство за своими законами, а Habsburgам надо было уважать венгров. А здесь, например, видно, где был старый город. Вот Parking Inn. Там уже был такой маркет для рыб. А здесь вот этот желтый дом, там начинало такой палисад с камня, а он пошел так по этой линии, где находится теперь мост, и пошел здесь видно, где вблиз церкви стоит семинар для священников католических, это было в городе. А здесь видно эту стену, такую маленькую, так там находилась граница города. А на другой стороне видите так желтую такую тюрьму, зеленая стреха находится, а тоже две церкви. Это уже конец старого города. Пока эти красные и зеленые стрехи, это был старый город. А за ним уже это было вне города. Вот эта часть, которая, смотрите, здесь евреи жили. Им было запрещено, евреям было запрещено в городе жить, а они вне города. Вне города, Да. Это было в средневековье или в 17 веке. А до 1683 последняя большая османская атака начала на австрийскую монархию, а тогда османы потерпели сильное поражение в битве у Вены. А от 1683 австрийцы вместе с польскими и с русскими поступают на юг, и османы просто уступают и убежают. И тогда они снова освободили после приблизительно 150 лет Венгрию, а прошли на Балкан. Господин Красновский, спасибо вам за беседу, то, что рассказали про Братиславу, про Словакию, а также рассказали про наших соотечественников. Для вас от нашего YouTube телеканала небольшие подарки примите. Большое спасибо вам. Я очень рад, что мог с вами познакомиться. Вот это Большое подарки. спасибо.
Чтобы пребывание и работа в Словакии были максимально комфортными, эксперты рекомендуют иностранцам трудоустраиваться только через проверенные агентства. На своих экранах вы сейчас видите контакты Job Farm. Доверьтесь профессионалам и добро пожаловать в Словакию!